Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Формировать будущее, управлять неопределенностью. Так звучит главная идея 5-го Анталийского дипломатического форума. Спикерам, а их более 3000, предстояло прогнозировать развитие столь нестабильной мировой ситуации. В этом году организаторы форума сделали акцент на одном из самых масштабных за последние годы мировых кризисов – палестино-израильском конфликте. Еще одна любопытная пленарная сессия безопасности Европы и будущее НАТО. Ее модератором был швейцарский дипломат Томас Гремингер, экс-генсек ОБСЕ. Он один из тех, кто предлагает выстраивать европейскую безопасность вместе с Россией, а не против нее. И пока Гремингер искал пути обеспечения евробезопасности, еще один спикер Байба Бража, глава МИД Латвии, все время сворачивала в сторону поддержки Украины и российской агрессии. Именно это, видимо, и есть суть европейской безопасности, а не расшатанная экономика Европы. Еще она требует исключить Россию из всех международных событий, от спортивных до международных форумов. Кроме того, в кулуарах форума появился и глава украинского МИД Андрей Сибига. Желание установить контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым украинская делегация не проявила. Тему Украины поднимали и на пленарном заседании с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он говорил о сегодняшних приоритетах Зеленского, и это не совсем про, цитата, «готовность к переговорам». Главные ценности Зеленского – запрет всего русского, языка, культуры, а также героизация и легализация нацизма, отметил глава российского МИД. Перечислил главные ценности Зеленского во время этой войны – это запрет всего русского языка, культуры, средств массовой информации, запрет. И вторая ценность, которой он прославился, это вот героизация и легализация нацизма. То есть вот такие ценности у современной Европы получается, раз она прямо заявляет, что Зеленский именно ее ценности отстаивает. Но так что, наверное, вот что я готов был бы сказать о том, что они, эти три войны, не сразу стали как бы на первых полосах. Украина по понятным причинам, поскольку Запад хотел разыграть пропагандистскую карту в связи с нашей специальной военной операцией, хотя знал о том, что она неизбежна долгие-долгие годы, когда сам встал на путь превращения Украины в инструмент борьбы с Российской Федерацией. Не обошли стороной и тему войны в Персидском заливе. Лаврову задали нестандартный вопрос о том, что подразумевал американский лидер Дональд Трамп, когда обещал стереть с лица земли персидскую цивилизацию. Я не думаю, что были планы уничтожить цивилизацию. Это просто фигура речи, но в планах было поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив и Османский залив. Перед этим была операция, которую не упомянули, но которая вписывается. Это операция в Венесуэле, ответил российский дипломат. Было сказано, что президент Мадуро является главарем банды наркобаронов, но вскоре после того, как его похитили, выяснилось, что речь шла о нефти. И уже ведутся практические разговоры между Соединенными Штатами и нашими венесуэльскими коллегами, которые сейчас в Каракасе работают, о том, чтобы как-то вот делиться этой нефтью. И то, что мы видим и слышим, предполагает решающую роль Соединенных Штатов в той схеме, которая будет обсуждаться и которая будет определять будущее венесуэльской нефти. В Европе, ну вот только пока не грянул гром в Персидском заливе, в переносном смысле, они даже не задумывались о том, чтобы продолжать получать выгоду, очень хорошую выгоду от дальнейших закупок российского газа и российской нефти. Только Виктор Орбан и Роберт Фицо отстаивали свое право, в итоге отстояли, но вот через год, если все прежние решения Еврокомиссии
той группы, которая никогда не проходила через выборы, но она была назначена каким-то внутренним механизмом. Вот, они объявили, что со следующего года все, мы закрываем весь импорт российских нефти и газа. После кризиса в Персидском заливе они вроде бы отложили вступление в силу этого решения. Но смысл-то этой политики остался. Они это называют слезть с российской нефтяной иглы. На что они взамен этой российской иглы садятся, тоже все знают. Это американский сжиженный природный газ прежде всего. Нефть будет тоже из тех регионов, где наши американские коллеги получают дополнительные права своей такой наступательной политикой. И это все дороже, причем намного дороже. Также Сергей Лавров рассказал о том, как западные страны продолжают пересекать российские красные линии и предоставляют свое воздушное пространство беспилотникам ВСУ для ударов по России. Это создает очень опасный прецедент и все глубже вовлекает страны НАТО в конфликт. При этом во внутренние дела Альянса Москва не вмешивается, а с некоторыми его участниками вовсе выстраивает партнерские отношения. Одна из таких двусторонних встреч с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Министры иностранных дел России и Турции подтвердили взаимное желание двух стран действовать совместно и конструктивно в отношении глобальных политических событий. Странных дел. Нам, значит, уже отвели свои собственные обещания не расширять НАТО, потому что сначала они были на рубеже 90-х годов, потому что они были устные, потом они сделались письменными, и сказали тоже, это не годится, потому что эти обязательства являются политическими, а не юридическими. Мы говорим, хорошо, давайте сделаем юридические гарантии. Россия и НАТО подпишут юридически обязывающий документ. А ответ был, знаете, какой? Вы знаете, к сожалению, юридические гарантии безопасности можно получить только будучи членом НАТО. Все. Круг замкнулся. Не зря так активно сейчас поддерживают Украину именно те европейские страны, в которых нацизм откровенно возрождается. В том числе, к огромному сожалению, такие страны, как Германия, Финляндия. Вот. Ну и британцы никогда не были далеки от философии нацизма. Поэтому, да, это война, которую Запад ведет, тщательно готовил против Российской Федерации руками Украины. В целом, на пятом Анталийском дипломатическом форуме в Турции Сергей Лавров заявил о планах Запада создать новый военный блок против Китая, назвал европейскую коалицию желающих будущей коалиции отжелавших и предупредил, что российское терпение имеет свои пределы. В работе форума участвовали делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, 39 глав МИД и свыше 500 высокопоставленных участников. Лавров, которого год назад глава турецкой дипломатии назвал, цитата, «звездой форума», вновь привлек внимание международной аудитории, отметив также, что российский министр раскрыл план западных стран по созданию нового военно-политического объединения. По словам Лаврова, на Западе всерьез рассматривают возможность формирования блоков, в которые войдут Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина. Предлагается создать блок, который будет включать в себя Евросоюз, Турцию, Британию и Украину, заявил глава МИД России. Он подчеркнул, что это объединение по замыслу его создателей должно будет договориться с Россией и сосредоточиться на противостоянии Китаю. Лавров также отметил, что Владимир Зеленский быстро подхватил эту идею, выразив желание сделать украинскую армию ядром нового блока. При этом, по мнению российского министра, главная цель инициативы – получение финансирования. Отдельно Лавров высказался о так называемой коалиции желающих, которую Европа пытается собрать для военной помощи Украине. Он назвал эту затею попыткой создать видимость решительности. Отвечая на западные попытки называть Россию бумажным тигром, Лавров напомнил о свойственном россиянам терпении, которое, однако, имеет свои пределы. Экономическое противостояние, так скажем,
оно тоже не является чем-то новым для современного мира, но сейчас борьба за экономические высоты, прежде всего в энергетике, ведется, конечно, совершенно другими методами. У нас говорят, знаете, закон, что дышло, как по врачу, так и вышло. И вот по этому правилу они и живут. Сейчас, кстати, очень показательный момент в связи с теми же проблемами соотношения принципов Устава ООН, территориальной целостности и права нации на самоопределение. Долгие годы, пока идет специальная военная операция на Украине, господин Гутерреш, его официальный представитель, француз Дюжарик, каждый раз, когда их спрашивали журналисты о том, как быть с украинским кризисом, они говорили, нужно выполнять принципы Устава ООН, запятая, территориальную целостность Украины уважать и резолюции Генеральной Ассамблеи, которых к тому времени напринимали большое количество антироссийских, они все проходили голосованием, большая группа стран отказывалась их поддерживать. Но вот главное – территориальная целостность Украины. Как только американцы стали рассуждать про Гренландию, через день-два спросили у того же господина Дюжарика, а вот как насчет Гренландии-то там, как мы можем сейчас с международно-правовой точки зрения подойти к этому вопросу? Он сказал, в вопросе Гренландии мы будем свято руководствоваться принципом территориальной целостности Королевства Дании и правом нации на самоопределение, поскольку и то, и другое записано в Уставе ООН. Ну, тогда кто-то из журналистов, из тех, кто хочет хотя бы разобраться, что же там секретариат ООН себе думает, спросил, тогда оба эти принципа и территориальной целостности права нации на самоопределение применимы и к Украине? Он тут же, вот это все было в течение 1 минуты, сказал, нет, это разные вещи. Глава МИД России также прокомментировал состояние НАТО, отметив, что Альянс переживает не лучшие времена, но Россия не вмешивает в свои дела и не обезьянничает, в отличие от западных стран, которые, по его словам, пытаются давить на партнеров России в Центральной Азии, угрожая санкциями. Российский министр констатировал, что у Москвы сохраняется множество разногласий с нынешней администрацией США. Он перечислил ключевые проблемы: санкции с байденовских времен не сняты, дипломатическая собственность не возвращена, российские компании уже попали под новые ограничения. При этом он указал на необходимость предметного разговора с Вашингтоном о будущем экономических отношений. Касаясь же отношений с Пекином, Лавров заявил, что России не нужен военный союз с Китаем, поскольку существующие связи по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы. Конец цитаты. О переговорах по Украине и главных ценностях Лавров подчеркнул, что тема возобновления переговоров не является для России приоритетом, и Москва никому их не навязывала. Однако он позитивно воспринимает саму возможность диалога. Отдельно отметим, что 17 апреля в рамках дипломатического форума состоялось панельное обсуждение на тему Южный Кавказ на пути к превращению в стратегический центр. Особенно много об этом пишут азербайджанские СМИ. Как сообщает Азертадж, на заседании были заслужены мнения по теме помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмета Гаджиева, главного советника президента Турции Акифа Чагатая Кылыча, руководителя аппарата правительства Грузии Левана Жоржиляни и заместителя министра иностранных дел Армении Вана Кастаняна. Гаджиев в своем выступлении отметил, что Азербайджан всецело привержен мирной повестке в регионе и, предпринимая конкретные шаги в этом направлении, осуществляет прагматичное сотрудничество с армянской стороной. Сегодня на Южном Кавказе существует реальный мир, и Азербайджан продолжит прилагать все усилия для укрепления этого мира. Мы продемонстрировали в этом направлении как политическую волю, так и дипломатическую смелость, сказал он. Руководитель аппарата правительства Грузии Жоржиляни в свою очередь сказал, что очень рад за Азербайджан и Армению, достигшие
достигших мира. Он сказал, что наличие единого видения у стран Южного Кавказа и демонстрация ими общей позиции в направлении обеспечения благосостояния, стабильности и мира вселяют твердую уверенность в дальнейшем процветании народов. Другие, высказавшись по теме, также отметили, что в период изменения глобальных сил и углубления неопределенности Южный Кавказ выходит на первый план как стратегический центр, где пересекаются энергетические и торговые коридоры. Было подчеркнуто, что растущее геополитическое и экономическое значение региона делает сохранение стабильности важным как для стран региона, так и для глобальных акторов. Турция же, благодаря своему конструктивному подходу, ставящему во главу угла дипломатию и сотрудничество, играет роль моста, укрепляющего региональный диалог, вносящего вклад в установление доверия и оказывающего поддержку в управлении региональными неопределенностями. Подробнее итоги и значения форума мы обсудили с политологом Бесланом Камке. Смотрите интервью с ним. Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Сегодня хотелось бы поговорить о большом дипломатическом анталийском форуме, который происходил в Турции, шел там пару дней, и в нем было задействовано огромное количество стран, дипломатов. Как вам кажется, в эти времена, когда дипломатия уже ставится под большой вопрос, скажем так, меры дипломатии, потому что мы видим кризисы и войны, которые никак не может решить дипломатия, справиться с ними, актуальность этого форума все еще сохраняется? Можно ли все-таки найти дипломатические выходы из кризисов, которые там обсуждались? Да, действительно, форум был большой, форум, он 5-й по счету, это юбилейный, получается, форум, анатолийский дипломатический форум. Он собрал около 5000 участников, были 22 глав государств, в общем, 150 государств присутствовало. Если его сравнивать с первым форумом, в 2021 году, там около 10 глав государств присутствовало, и, в общем-то, около 2000 неполных было, сейчас вот 5000. Ну, говорит о большом размахе, и, ну, конечно, там есть замысел и политический, и, скажем так, ну, дипломатия, да, как отметили, что сегодня кризис дипломатический, он присутствует не только на Ближнем Востоке, но и везде. Да. Ну, этот форум, он под эгидой и под инициативой Турции. Вот, вообще-то он создавался тоже, как создавал Реджеп Эрдоган, вот, как то, что может обеспечивать вот, региональную такую вот, скажем, особенно специфику проведения, скажем, политики в регионе, основана на, скажем так, отличительных подходах от, скажем так, европоцентрического или даже, ну, скажем, глобального, как ООН, да. И сегодня она тоже выступает как альтернатива тому институту, который, ну, в общем-то, не становится влиятельным, все падает ее вес, это Организация Объединенных Наций. То есть здесь мы видим, как интересы Турции в первую очередь присутствуют, конечно же, потому что много внимания уделялось, скажем так, организации тюркских государств в этом форуме. То есть это дискуссионная площадка, много внимания этим темам уделялось. Создание, кстати говоря, единого тюркского алфавита и, скажем, некоторых вот организационных вопросов касательно вот этого альянса такого. Да, возможно, он пока еще не военный, но во всяком случае может настать им. Одним словом, что хочу сказать, да, в условиях кризиса дипломатии, особенно традиционной дипломатии, классической дипломатии, сейчас уже становится дипломатия гибридной, как уже называют его, вот, в условиях цифровизации, в условиях открытости участников, участники становятся специфически не те, которые были раньше, это классические государства, субъекты вступают. Сейчас это, можно сказать, многие спектр участников он расширяется. И более того, еще надо отметить то, что дипломатия сегодня, оно, в общем-то, получается больше ориентирована на то, чтобы убеждать и создавать самим образ победителя, как это мы видим. Да? То есть дипломатия немножко от классической будет отличаться, даже радикально будет, потому что
она может иметь общее мало с реальностью, да. Вот. Ну, конечно, это уже не дипломатия будет, это уже будет называть, скажем, способы манипуляции. Но одним словом, тем не менее, дипломатические моменты, принципы, они ведь сохранились, так иначе без них никак нельзя. Ну, скажем, принцип взаимности, уважения территориальной целостности, суверенности и так далее, они остаются, их никуда не деть. Но, тем не менее, этот форум, ну, сказать о том, что он что-то новое предложил, ну, в отличие от одного. Там выросла концепция региональной собственности. Что это То есть такое? это когда в регионе, если что-то, какие-то конфликты, что-то происходит, то регионы должны их разрешать. То есть под эгидой регионов, то есть и субъекты региона сами должны разрешать эту проблему конфликтов. То есть меньше внешних игроков. Кстати, здесь и Турция, как бы, он становится, ну, скажем, лидером региональным, и поэтому это ее тоже устраивает. То есть, во И, всяком кстати, с концепцией многополярности это тоже сочетается, как я понимаю, правильно? Вообще, да, вы правы, да. В общем, да, многополярность предполагает регионализацию, и на уровне вот этих международных отношений, как бы они сегментируются вот по регионам. И они правильно, в этом есть, конечно, зерно справедливости, и, в общем-то, и действенность этих институтов, они региональных, они будут более эффективны, чем вот глобальные, которые мы сегодня видим, что они никак не срабатывают. Поэтому регионализация здесь, конечно, она может идти по объективным причинам, да. Хотелось бы и другую тему затронуть. На этом форуме также присутствовали представители Армении, Азербайджана, Грузии. У них там было даже отдельное заседание, посвященное вопросам Южного Кавказа, стабильности на Южном Кавказе. Очень много говорилось, кстати, о том, каковы, скажем так, перспективы этого региона, Южного Кавказа, как такого транспортного, логистического региона, что очень часто эта тема сейчас поднимается. Конкретно о каких соглашениях говорилось, вот тут о чем речь? Да, Южный Кавказ, он одно из тоже центральных мест занимал вот, на этом саммите, как Южный Кавказ, как часть большого коридора, серединного коридора, который связывает Китай, Среднюю Азию, Южный Кавказ, ну, естественно, Европу и дальше. Но вот в этом звене, в общем, большом вот этом транспортном серединном коридоре, он мультимодальный, так сказать, многофункциональный, да, он важным становится Южный Кавказ, потому что оно становится звеном вот этого большого коридора, и поэтому включение Грузии, Армении, Азербайджана, как бы становится необходимым элементом. Ну, естественно, и Грузия, она активно присутствовала именно в поддержку того, что Южный Кавказ становится одним из ключевых звеньев вот этого большого коридора срединного, да. Ну, конечно, здесь, ну, скажем, насколько это сбалансированные предложения. Кстати, Россия предложила возобновить дискуссию формата 3+3. Кстати, Турция, она не отвергает этот формат, потому что она также становится ключевым игроком в регионе. Поэтому, в общем, дискуссия 3+3, она также заняла достойное место в этом форуме, да. Но надо тут отметить, что делегация, вот все отметили, делегация Армении, кстати, была понижена в статусе. Там присутствовал заместитель министра иностранных дел Армении. Ну, что было расценено сразу как недовольство Армении выполнением соглашений со стороны Турции об открытии границы для третьих лиц. И, в общем-то, ну, как бы это был пробный вариант, но Турция как бы медлит с этим. Да, она медлит, наверное, а уже как некоторые утверждают, что оно связано с подписанием мирного соглашения. Вот, как бы она тоже в довесок как бы ставится. Но зато у Армении могли быть еще другие мотивы поступить так. Например? Скажем. Ну, выборы.
выборы, и вот на выборах показать части общества, что у Армении есть некоторые претензии, скажем так, к тому большому проекту, который, в общем-то, так разделяется той официальной частью. Ну, те, которые считают, что это не совсем справедливо, да. Ну вот Армения как бы ставит проблему, видит проблему, что не все так, не со всеми она соглашается. И вот это знак тому электорату, который, в общем, в оппозиции сегодня. То есть как бы охватить больше электората, вот сделан такой шаг, да. Очень интересно. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.